Абзерашимас Хатырыску Бадра Зурабипа, Абзерашимас Хатырыску депутатша Асысша. Апснахынкара Конституция накуршаны, Апснахынкара хада, Атулакны ихуата глаза ашазы, Ахынкара юныцкатпи одныкатпи политика ахырхарта хада кварзы, Апсныгла рейзера, а парламентах и сышуксатпи аначтымта кайцот. Добрый день, уважаемый Бадра Зурабович, добрый день, уважаемые депутаты, гости. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия, президент Республики Абхазия обращается к Народному собранию парламенту Республики Абхазия с ежегодным посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В зале присутствует достаточное количество депутатов для того, чтобы приступить к работе. Заседание предлагаю считать открытым. Ажа имоп Апсна Хынткара хада Унба Бадра Зурабипа. Хатырску Апсныжла рейзера хантпаве депутатша. Хатырску хаважлар. А Конституции накуршана. Шарашишха анаштым тагасцойт, а Хынткара джико атагыла заша, а юныцкотбе, однукотбе политика ахурхарта курыла. Харинас кахго ашукс талит изантыныту махада ялхрарыла. Орт рхолджайт Хынткари хаважлар истагыла за политика пышараду. Узканы шишук гылаз а кризис, а Хынткара система яму апсычра рейпш, да чызныги анарпшит апсныжлар рқоғараду. Орт рапсадгелы атынчры атышынтулары рейкурхара ацагду шарту. Гуартола. Айцужрах политика система восхырс ямазыру. Сараграганы сыгоп, ихаму аудиороком дзако ярдны ишрыла цужаду. Абас епшау сознейша ауп хауажлар джабхе яшу ахомибгаша. Скилы яхао ашукка. Акалаккwe, акатукверджы, исымыз айпаларакка. Абардзыги хшаланы, ишуксыргылы техатби сажух. Ихотаны изыспхедзот айхарак арзаат гылара айныцкотби азцаараква, экономика джгара, хауажлар рыбзазара, агубзирахчара, ацарадыра, егер тахархартаку хатаква. Сырзаат гылойт иробас, Хынткара ашвартадаре, однукотби политики ирытхуло азцаараква. Уважаемый Лаша Нугзарович, депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Уважаемые соотечественники, в соответствии с основным законом Республики Абхазия обращаюсь к вам с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства в предстоящем и в ближайшей перспективе. Мы вступили в 2025 год после очередных серьезных политических испытаний на прочность наших государственных институтов и нашего общества, которые привели к внеочередным президентским выборам. Политический кризис, который пережила республика,
выявил как уязвимость системы государственного управления, так и зрелость общества, его стремление к сохранению мира и стабильности в нашей стране. Открытость – залог устойчивости нашей политической системы. Как сказал наш великий Фазиль Искандер, настоящая жизнь – это разговор. Я глубоко убежден, только открытость, внимание к людям и честный обмен мнением могут стать основой доверия. Этот разговор – наш главный ориентир. Тысячи обращений, встреч в городах и селах, анализ ожиданий граждан – все это определило содержание моего сегодняшнего послания. Я счел необходимым в значительной мере посвятить его нашим внутренним задачам, вопросам политической стабильности и доверия к власти, состояния и перспективам экономического развития, социального обеспечения, демографии, образования и других важных сфер. Остановлюсь на вопросах обороны и безопасности, внешней и внутренней политики. Исхожу из принципиального для всех нас понимания: только в рамках собственного независимого государства мы сможем сохранить наш язык, самобытную культуру, историческую память и национальную идентичность. Иными словами, сохранить себя как народ. Но все эти задачи невозможно решить без прочного фундамента нашей государственности. Наша независимость была завоевана высочайшей ценой в Отечественной войне народа Абхазии. Подвиг наших ветеранов и добровольцев, мудрость и несгибаемая воля первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба заложили этот самый прочный фундамент, на котором мы с вами сегодня строим нашу страну. Как писал великий Баграт Шингба, память – это мост между прошлым и будущим. Мы с вами вместе строим этот мост своим трудом, знанием, мудростью и честностью. Современный мир остается нестабильным и полным вызовов. Военно-политическая обстановка все более нагнетается, и мы, как часть мирового сообщества, не можем оставаться в стороне. Считаю необходимым отвечать на вызовы, как уже существующие, так и вновь возникающие. Эта реальность создает для нас целый пласт вопросов и задач, от успешного решения которых зависит дальнейшая судьба нашего государства. Остановлюсь на ключевых из них. Укрепление и развитие абхазской государственности – это в первую очередь крепкие институты власти и гражданского общества, высокое качество государственного управления, современные вооруженные силы, эффективные правоохранительные органы и судебная система, развитая экономика и социальная сфера. Будущее нашей страны, ее экономическое и политическое развитие неразрывно связано с углублением сотрудничества с Российской Федерацией, укрепление союзнических отношений между нашими странами, ключевая гарантия нашей безопасности, фундамент устойчивого развития и важнейшие условия для продвижения Республики Абхазия на международной арене. Повышение эффективности государственного управления. Экономическое развитие – это базис, на котором строится вся жизнедеятельность государства. Без прочной экономической основы невозможно достижение ни одной из поставленных целей. Мы будем принимать действенные меры, способные придать новый импульс как отраслевому развитию, так и сбалансированному развитию регионов. Уважаемые коллеги, в первую очередь хочу обратить внимание на основные показатели 2024-2025 годов и задачи, которые мы ставим перед собой в 2026 году, имея целью обеспечения устойчивого роста и повышения качества жизни граждан. Согласно статистическим данным, ВВП Абхазии в 2024 году составил более 90 миллиардов рублей, что на 30% выше аналогичного показателя 2023 года. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за 11 месяцев 2025 года составил 54 миллиарда рублей,
что на 3,4 миллиарда, то есть на 6,8% больше аналогичного периода 2024 года. Увеличились поставки машин и оборудования, подакцизных товаров, сохраняется экспорт сельскохозяйственной продукции, винодельческой и рыбной отрасли. Акцентирую ваше внимание на устоявшиеся тенденции к ежегодному росту собственных доходов. В 2024 году при плане почти в 11 миллиардов рублей уровень собственных доходов составил 12 миллиардов рублей. В текущем году динамика роста сохраняется. Мы запланировали собственные доходы на уровне 12,7 миллиарда рублей, при этом прогнозируем достичь 13 миллиардов рублей. На 2026 год перед правительством поставлена задача довести объемы собственных доходов более чем в 13,5 миллиардов рублей. Реализация этой цели возможна только при условии повышения качества налогового администрирования, усиления таможенного контроля и, следовательно, вывода экономики из тени. В то же время устойчивый рост собственных доходов позволяет принимать решения по увеличению финансирования социальных выплат, проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах энергетики, социальной и культурной инфраструктуры, развития молодежи и спорта, существенного увеличения финансирования программ поддержки малого и среднего предпринимательства, проектов сельского хозяйства. Из собственных доходов осуществляется дополнительное финансирование лечения наших граждан, в том числе и за пределами нашей страны. В этом году в целях доведения до уровня целевых значений в соответствии с абхазо-российскими договоренностями повышена заработная плата категории работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, социального обслуживания граждан. Объем бюджетных ассигнований на эти цели в текущем году составили дополнительно более чем 300 миллионов рублей. В 2026 году нами также запланирована очередная индексация заработных плат указанной категории работников. В целях осуществления бюджетных инвестиций и в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию в 2025 году была оказана поддержка Российской Федерации в размере 3 миллиардов рублей. Несмотря на определенную положительную динамику по ряду экономических показателей, остаются проблемы, которые тормозят развитие нашей страны. Среди них ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции и сезонность спроса, недостаток оборотных средств у субъектов бизнеса, низкий уровень кредитования и проблемы самой кредитной системы, не отвечающая требованиям времени, развитость банковского и общефинансового сектора, недостаточная доступность и качество электроснабжения, изношенность инженерной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, канализация, недостаточно развитая транспортная инфраструктура, отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении государственных услуг субъектам бизнеса. К этим проблемам следует отнести еще одну особо важную проблему – дефицит высококвалифицированных кадров и рабочей силы в целом. Важным аспектом повышения деловой активности является оказание государственной поддержки национального бизнеса в приоритетных отраслях, а также гарантии защиты прав производителей. В этом ключе главным приоритетом для нас является не только поощрение крупных проектов, в том числе инфраструктурных, но прежде всего развитие малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес – это основа экономической устойчивости, занятости и инициативы на местах. Государственная поддержка в виде грантов, субсидий и доступа к льготному кредитованию будет стимулировать предпринимательскую активность наших граждан и способствовать появлению новых актуальных проектов. Важно понимать, чрезмерная зависимость от отдельных отраслей, таких как туризм, делает экономику уязвимой к внешним факторам. Поэтому
помимо развития традиционных сфер экономики, необходимо активно искать и поддерживать новые направления. Это может включать в себя развитие производства, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт. Мы будем активно поддерживать проекты, способствующие созданию новых рабочих мест, увеличению экспортного потенциала страны и продвижению национальных товаров на внешние рынки. Среди мер поддержки государственной политики в экономической сфере планируем продолжить реализацию целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в объеме 500 миллиарда рублей. К примеру, такая мера поддержки в текущем году составила 125 миллионов рублей. Прямая задача мероприятий программы заключается в существенном усилении роли малого и среднего предпринимательства. Рассчитываем на социально-экономический эффект в виде повышения занятости и доходов населения, рост предложения товаров и услуг. Уважаемые депутаты, мы рассматриваем развитие агропромышленного сектора как ключевой элемент стратегии продовольственной безопасности государства и развития страны в целом. В этой связи наши усилия будут направлены на стимулирование собственного производства и переработку сельскохозяйственной продукции внутри нашей республики. В 2025 году на поддержку сельского хозяйства направлено 150 миллионов рублей. Реализовано 342 проекта во всех районах республики. Только за один год заложено порядка 160 гектаров многолетних насаждений, прежде всего цитрусовых садов. 60 фермерских хозяйств получили поддержку по развитию животноводства и птицеводства. 80 хозяйствам безвозмездно передана малая сельхозтехника и оборудование. Проведена обработка посевов и насаждений с применением современных средств защиты растений на площади порядка 30 тысяч гектаров. Индивидуальные хозяйства получили государственную поддержку оборудованием для переработки фруктов, овощей, винограда, цитрусовых, что позволяет увеличить долю добавленной стоимости, создаваемой внутри нашей страны. В 2026 году мы поставили задачу увеличить объемы господдержки аграриев до 500 миллионов рублей. Продолжим закладку садов и виноградников, будем развивать питомниководство, расширять мощности по хранению, сортировке и переработке продуктов сельхозназначения. Хочу подчеркнуть, что впервые государство оказывает столь значимую поддержку в рамках таких внушительных объемов. Знаю, по разным причинам не все согласны с программой поддержки проектов на селе, считая ее неэффективным расходованием средств в связи с отсутствием быстрой отдачи. Но я в корне не согласен с этим, поскольку считаю правильным и необходимым государственное вложение в перспективные агропромышленные проекты с отложенным эффектом. Меры финансово-экономической и инфраструктурной поддержки села должны остановить отток молодого населения, стимулировать возвращение к истокам, но в современных, комфортных для жизни условиях. Этой цели должна служить и возможность предоставления льготного кредитования подобных проектов. До недавнего времени государственная поддержка сельской молодежи носила разрозненный характер. В 2025 году впервые был проведен республиканский конкурс «Халшара» для молодых жителей села с целью поощрения их активности и стремления строить жизнь на родной земле. Отмечу, в новом году реализация программ поддержки сельского хозяйства, а также малого и среднего предпринимательства будет осуществляться под более строгим контролем с учетом ранее выявленных недочетов. Эти программы получат особый статус. Они будут в статусе национальных проектов. Дополнительно к принимаемым мерам поручаю правительству в 2026 году осуществить прямую финансовую помощь из программы господдержки аграриев по 1 миллиону рублей непосредственно на каждое село Абхазии.
чтобы сельские жители могли самостоятельно решить, на какие первоочередные нужды необходимо направить эти средства. Уважаемые депутаты, мы готовы вместе с вами проработать над актуальными первоочередными мерами, направленными на развитие наших сел. Этот вопрос общей ответственности и требует сбалансированного и консолидированного подхода. Коллеги, одной из важнейших основ устойчивого развития экономики является стабильная и эффективная банковская система. На конец 2025 года банковская система Республики Абхазия включает в себя 14 кредитных организаций, работающих под контролем Национального банка Республики Абхазия. Наша банковская система сохраняет устойчивость, обеспечивает бесперебойное проведение расчетов граждан и субъектов экономики. Таким образом, вносит существенный вклад в экономическое развитие страны. В условиях ограниченных возможностей по увеличению ресурсной базы прибыль банков является существенным источником наращивания их кредитного потенциала. Не менее важным является рост безналичного оборота денежных средств, оплачиваемых с помощью банковских карт через инфраструктуру национальной платежной системы Республики Абхазия. Нам необходимо и дальше развивать безналичные расчеты, повышать уровень обслуживания, переходить к более качественным финансовым продуктам. Уважаемые депутаты, хочу обратить внимание на один из важнейших аспектов, обеспечивающих самодостаточность государства. Этого невозможно добиться, когда национальная экономика хронически зависима от внешней помощи. Один из ответов на этот вопрос лежит на поверхности. Реализация эффективной экономической политики, где краеугольным камнем в ней выступает налоговая система. Отношение граждан к налоговым обязательствам напрямую влияет на общее экономическое положение дел в стране. Никоим образом не умаляю заслуги налоговой системы формирования национальной экономики. Важно оптимизировать организационную структуру самого ведомства, установить исчерпывающий перечень прав и обязанностей налогоплательщиков, а также полномочий налоговых органов. С учетом наработанной практики необходимо разработать проект налогового кодекса Республики Абхазия. В проекте налогового кодекса должны быть закреплены ключевые меры, направленные на совершенствование всей системы, в том числе и основных задач формирования правовой базы, способствующей значительному повышению эффективности контроля, уменьшению избыточной административной нагрузки, а также улучшению условий предпринимательской деятельности с акцентом на поддержку добросовестных участников налоговых отношений. Убежден в том, что налоговая реформа – один из ключевых шагов к построению справедливой и современной экономики. Рассчитываю на активную поддержку парламента и профессиональное сообщество. Дорогие коллеги, с учетом особой значимости инфраструктуры как одной из основ экономического развития, в 2025 году мы продолжили инвестирование в капитальное строительство. 2 миллиарда 161 миллион рублей было направлено на реализацию 311 мероприятий по всей стране, источником финансирования которых являются как и финансовая помощь Российской Федерации, так и источники дохода бюджета, собственный доход бюджета в размере порядка миллиарда рублей. Эти мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В том числе, прежде всего, это автодороги. Хочу напомнить, уважаемые коллеги, что капитальный, долгожданный ремонт участка дороги, дублер республиканской трассы по Нижней Шере впервые можно считать введенным в эксплуатацию. Такие работы, как благоустройство дворовой территории, восстановление системы водоснабжения, водоотведения и ремонт канализационных насосных станций, детские площадки и спортивные объекты, объекты здравоохранения, включающие в себя завершение строительства и ввод в эксплуатацию
ангиографического центра и продолжение работ по строительству детской больницы, ремонт общеобразовательных учреждений, реконструкция кровель жилых домов и учреждений и прочие мероприятия. Дополнительно в этом году реализована специальная программа по строительству многофункциональных спортивных и детских площадок в количестве 18 объектов в городе Сухум и в районах республики на сумму 225 миллионов рублей при поддержке общероссийского общественного движения «Молодая Россия» из Краснодарского края. Действительно, эти площадки стали центром притяжения наших детишек. Дорогие соотечественники, практически каждый объект, который был отремонтирован или построен в этом году, попал в эту программу по просьбам жителей республики, озвученным мне или членам моей команды во время многочисленных встреч при посещении мною городов и сел республики. В 2026 году мы планируем продолжить модернизацию дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и социальных учреждений во всех районах нашей страны. Хотел бы, пользуясь случаем, проинформировать вас о том, что в соответствии с достигнутыми соглашениями с правительством Российской Федерации в следующем году на решение вопросов, связанных с инфраструктурой, будет дополнительно направлено на улучшение качества дорог еще 1 миллиард рублей. Уважаемые коллеги, энергетика остается одним из ключевых вызовов и одновременно одним из важнейших направлений развития страны. Без надежного энергоснабжения поступательное развитие экономики не может эффективно развиваться промышленность, сельское хозяйство, туризм, социальная сфера и многое другое. Мы это осознаем и соответствующим образом выстраиваем приоритеты. Вспомните, в прошлом году зимой наша страна была обесточена, были введены веерные отключения, которые достигали до 10 часов в сутки. Многие буквально замерзали в своих домах и квартирах. 23 декабря 2024 года, после моего обращения к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, начался гуманитарный переток электроэнергии. Постепенно мы с вами забыли о веерных отключениях и теперь боремся лишь с аварийными, которые, к сожалению, не редкость. Однако мы не стоим на месте. В 2025 году был проведен комплексный аудит электроэнергетического сектора. Его итоги ожидаемо подтвердили необходимость значительных инвестиций в объеме не менее 12 миллиардов рублей. Нами уже ведется замена наиболее изношенных участков линий электропередач. Ведется обновление трансформаторных мощностей. Кроме того, с августа по декабрь 2025 год по моему поручению РУП «Черноморэнерго» был организован переток электроэнергии из Российской Федерации для покрытия энергодефицита в осенне-зимнее время. Но что важно, этот переток мы добросовестно оплатили. Его стоимость составила порядка 495 миллионов рублей. И что еще более важно, впервые переток оплачивается не из госбюджета, а за счет средств, поступивших от абонентской платы за потребленную электроэнергию. Организация данного перетока позволила нам более гибко управлять водным ресурсом системы Ингургэс. Эта мера позволит избежать веерных ограничений в подаче электроэнергии населению. Хочу подчеркнуть, мы и впредь будем прилагать все усилия по недопущению веерных отключений электроэнергии. Для этого нам нужны не только эффективные антикризисные меры, но и системная глубокая модернизация. Практика показывает, что предпринимаемые меры по противодействию незаконным подключениям к сетям, локальная модернизация изношенного сетевого комплекса, выстраивание системы учета потребления электроэнергии, установка приборов учета ощутимо влияют на снижение объемов дефицита электроэнергии в стране, а значит, снижение объемов финансовых средств на его покрытие и снижение технической нагрузки на всю энергосистему. Потребление электроэнергии
за 11 месяцев 2025 года снизилась на 85 миллионов киловатт-час. Показатели собираемости за 11 месяцев текущего года вырос и составил 53%. Хочу здесь выразить благодарность нашим соотечественникам, гражданам, которые своевременно оплачивают за потребленную электроэнергию. Ваша гражданская ответственность позволила государству направить финансовые средства на решение первоочередных проблем в электроэнергетике. Дорогие коллеги, в 2026 году мы ставим перед собой задачу реализовать поэтапную программу модернизации сетей. Она предусматривает наращивание темпов установки приборов учета. На первом этапе планируется установить около 23 тысяч приборов учета в многоквартирных домах. Для этих целей будут направлены порядка 940 миллионов рублей, из которых часть средств – это средства РУП «Черноморэнерго», а 500 миллионов – это финансовые средства, полученные от приватизации курортного объекта в Гагарском районе. Это мое принципиальное решение, которое я принял, несмотря на разные рекомендации. Коллеги, мы не будем поступать как обычно и отдать эти деньги в виде кредитов, часто, кстати, невозвратных, на различные частные и другие инициативы, это несправедливо и это не полезно для страны. Теперь все средства от приватизации государственной собственности в обязательном порядке пойдут на решение системных, застарелых проблем нашей страны, а значит, для улучшения жизни, качества граждан нашей страны. В рамках второго этапа планируется установить более 37 тысяч единиц приборов учета в индивидуальных жилых домах. Стоимость проекта оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Уважаемые соотечественники, вместе с масштабной модернизацией энергетики мною дано поручение выработать предложения по диверсификации энергоисточников, приступить к проработке и внедрению альтернативных источников, в том числе и солнечной генерации. Разумное использование солнечной энергии позволит в перспективе снизить зависимость потребителей от централизованного энергоснабжения. Законопроект по альтернативным источникам электроэнергии будет представлен в парламент в скором времени. Очевидно, что все эти меры не обеспечат необходимое развитие электроэнергетической сферы в целом. Даже если мы увеличим генерацию электроэнергии путем в том числе и необходимо восстановлением перебадных ИНГУР-ГЭС 100 мегаватт, но и это не покроет всей потребности растущей экономики. Поэтому возникает необходимость изучения возможности разработки газового месторождения для создания новых источников генерации. В случае подтверждения наличия у нас необходимых запасов и перспективы их использования, проект будет реализован в приоритетном порядке. Уважаемые коллеги, по моему поручению буквально на днях правительство приняло решение о введении льготной тарификации за пользование электроэнергией, которая учитывает финансовое положение социально уязвимых категорий граждан и отдельных специальностей, в которых нуждается государство. Также мною поручено правительству продумать льготные тарифы за потребленную электроэнергию для таких категорий, как сельский учитель и семья с 3 и более несовершеннолетними детьми. Наша цель – энергетическая стабильность и устойчивое развитие, чтобы у каждого гражданина нашей страны был свет и тепло, чтобы энергетическая система стала прочной основой экономического роста и социальной справедливости. Благодарю энергетиков, как действующих, так и бывших, в том числе вашего коллегу Резу Платоновича, которые активно участвовали в реализации проектов, которые я озвучил ранее. Уважаемые депутаты, соотечественники,
В 2025 году государством профинансировано 9 ведомственных и 1 межведомственной программы. Их общее финансирование в текущем году составило более 660 миллионов рублей. Поддержаны направления, охватывающие такие, как сферы медицинской помощи, реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия, оказание химиотерапевтической помощи больным, лечение бесплодия с использованием метода ЭКО, обеспечение лекарственными средствами в государственных медицинских учреждениях и другие не менее важные направления. Кроме того, мы продолжаем бесперебойно финансировать потребности системы здравоохранения в приобретении оборудования, текущем и капитальном ремонте. Медицина на местах получила поддержку, по всем районам направлены автомобили скорой помощи. А Чемчирский центральный пункт, больница получила передвижной комплекс стоимостью в 38 миллионов рублей. При содействии российских коллег проведена широкомасштабная диспансеризация детского населения, профилактические осмотры во всех районах Абхазии. Диспансеризацию прошли 27 тысяч школьного и дошкольного возраста. В результате выявлено около 14 тысяч детей, нуждающихся в регулярном наблюдении. 230 нуждались в более глубоком обследовании и лечении. Часть из них была направлена в медучреждения России, а часть из них прошла лечение на территории нашей страны. Внедрена телемедицина. На базе республиканской больницы был создан центр, в котором проведено свыше 150 консультаций с ведущими клиниками России. Особо хочу отметить открытие ангиографической операционной в Республиканском сосудистом центре. Считаю это новый шаг в развитии медицины нашей страны. Это уникальная возможность с помощью высокотехнологичного оборудования спасать жизни пациентов здесь и сейчас, не теряя драгоценного времени на их транспортировку. За первые недели работы в центре было выполнено несколько десятков операций. Это демонстрирует высокую потребность в современной медицинской технологическом оборудовании. По поручению Минздравом Республики подготовлен перечень медицинского оборудования, которое остро необходимо для укомплектования наших медицинских учреждений. И наши усилия будут направлены на решение этой очень важной задачи. При прямой поддержке Российской Федерации ведется активное строительство современного многофункционального медицинского центра в городе Сухум, который будет способен оказывать медицинскую помощь нашим детям на всех этапах, от диагностики до реабилитации. Эти важнейшие, на мой взгляд, направления прямо влияют на демографическую ситуацию и качество жизни в нашей стране. При этом, очевидно, нам требуется комплексная модернизация всей системы здравоохранения. Поэтому правительству необходимо в сжатые сроки принять подзаконные нормативные акты, которые позволят в полной мере реализовать закон о здравоохранении, принятом еще в 2016 году. Давно назревшим является решение вопроса об определении видов бесплатных и платных медицинских услуг. Ситуация, когда мы декларируем бесплатную медицину, а в это время в государственных учреждениях страны оказание услуг фактически является платным, и это никак не регулируется государством, более невозможно. Плата взимается, используя государственное имущество, медицинское оборудование, расходные материалы, площади и электроэнергию. По моему поручению в августе текущего года начата разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию закона Республики Абхазия о здравоохранении, которая будет определять гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок
и условия оказания платных услуг, предоставляемых в государственных медучреждениях. На первом этапе планируется утвердить перечень платных услуг, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства. Пользуясь случаем, хочу сказать, что высоко ценю труд наших медицинских работников, их самоотверженность. Выражаю врачам, администраторам, медсестрам, водителям скорой помощи, всему медицинскому сообществу Абхазии глубокую благодарность. Мы понимаем, в каких трудных условиях работают многие из вас, и сделаем все, чтобы улучшить эти условия. Уважаемые коллеги, общеизвестно, что эффективная государственная политика в области социальной поддержки населения напрямую влияет на демографическую ситуацию. Сегодня уполномоченные государственные органы ориентированы на реализацию первоочередных мер в рамках уже действующей государственной целевой программы «Жилище-26-28» и межведомственной целевой программы развития демографии на 2026 год. Считаю, что для комплексного подхода к решению вопроса демографической политики необходимо принятие еще ряда отдельных программ поддержки, таких как государственная программа охраны здоровья матери и ребенка и государственная программа обеспечения жильем многодетных семей. В течение этого года я много общался с многодетными матерями, с молодыми специалистами, создавшие семьи, но не обеспеченные собственным жильем или нуждающимся в серьезном улучшении жилищных условий. Это жители нашей республики, наши с вами граждане. Они мне задают, в общем-то, всегда одни и те же вопросы. Как планировать свое будущее? Как удержаться от поисков работы и счастья за пределами нашей страны? Как увеличить рождаемость, если нет четких перспектив достойной жизни? Считаю, что эти вопросы ко мне, как к главе государства, абсолютно обоснованы. Уважаемые коллеги, адресую их и вам. Думаю, пришло время серьезно заняться пересмотром демографической политики, сформировать подходы, основанные на принципах справедливости и социального приоритета. Предметно я готов вместе с вами проработать данный вопрос. И прежде всего предлагаю подумать о моделях централизованного управления жилищным фондом, которая позволит комплексно решать задачи обеспечения жильем как репатриантов, так и наиболее уязвимых категорий граждан, проживающих в нашей стране. Считаю правильным объединить программу «Жилище-2028» и программу предоставления жилья репатриантов в новую, единую, целевую национальную программу обеспечения жильем нуждающихся категорий соотечественников. Готов предметно обсудить механизмы решения этой проблемы с депутатским корпусом и выработать приемлемый, отвечающий государственным задачам подход, в том числе, кстати, и принципы равномерного расселения репатриантов, преследуя целью их интеграцию в абхазское общество, а не создание мест их компактного проживания. В числе других мер считаю приоритетным разработку целевых программ адресной поддержки многодетных семей с применением системного подхода и учетом долгосрочных задач. Это должно включать доступ к льготному кредитованию, получению бесплатного медицинского обслуживания, социальным и жилищным преимуществам. В этом году уже предприняты важные шаги. С июля текущего года увеличена ежемесячная доплата для отдельных категорий пенсионеров, не получающих социальные выплаты из России. А с 1 января будущего года будут повышены размеры государственного пособия для многодетных семей от 3 и более детей на каждого из ребенка. На днях решением правительства до 35 тысяч рублей повышен размер пособий по государственному социальному страхованию при рождении ребенка. В течение 2026 года поэтапно он будет доведен до 50 тысяч рублей.
Уважаемые депутаты, благодарю за поддержку. В текущем году парламент поддержал законопроект об увеличении размеров ежемесячных выплат гражданам, имеющим звание Героя Абхазии, а также награжденные орденом Леона и медалью за отвагу. Также повышены размеры ежемесячных пенсионных выплат инвалидам Отечественной войны народа Абхазии всех категорий, семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и семьям добровольцев, погибших при защите Республики Абхазия в период с октября 1993 года по декабрь 1994 год. Повышение пенсий, связанных с Отечественной войной народа Абхазии, распространяется и на другие категории граждан. Принимаемые меры охватывают более 8 тысяч человек. В целом на реализацию данного закона мы изыскали в этом году дополнительно более 180 миллионов рублей. Также хочу отметить, что государство оказывает финансовую помощь семьям погибших участников специальной военной операции. Уважаемые депутаты, значительный блок моих поручений связан с цифровой трансформацией государственного управления. Правительство Абхазии приступило к сложному процессу строительства модели современного государственного управления через цифровые сервисы. Реализуются две ключевые программы по созданию единой системы формирования, хранения, обмена и защиты государственной информации и по внедрению системы межведомственного электронного документооборота. Мы ставим перед собой задачу перевести в цифровой формат ключевые процессы в бюджетной, налоговой, таможенной, социальной сферах, в том числе и создание многофункциональных центров по оказанию государственных услуг по принципу одного окна, посредством взаимодействия центра с органом, предоставляющим государственную услугу, с тем, чтобы граждане и субъекты бизнеса взаимодействовали с государством быстро, удобно и прозрачно. Министерству юстиции поручено организовать работу государственных реестров в электронной форме, внедрить цифровые решения в работу нотариата и ЗАГСов. Введение единой базы обеспечит оперативную проверку юридически значимых сведений. Дорогие друзья, в современном мире необходимо формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и реагирования на них. В этом контексте проводится изучение опыта и планируется реализация проекта «Безопасная страна», цель которой – создание современной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Данное решение будет призвано обеспечить повышение уровня общей безопасности за счет координации деятельности служб безопасности, за счет координации всех силовых ведомств. Все перечисленные меры в бюджетной, налоговой политике, внешней торговле, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры, транспорте, энергетике и цифровом управлении работает на одну общую цель – создание эффективного государства. Уважаемые соотечественники, развитие транспортной доступности стало одним из главных факторов развития туристической сферы и стимулом для увеличения пассажирского и грузового оборота. Это один из ключевых драйверов развития национальной экономики. Благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, содействию администрации президента и личной активной позиции, глубокой вовлеченности первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко в 2025 году завершены масштабные восстановительные работы в международном аэропорту города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Уже в мае возобновлено регулярное международное авиасообщение с Российской Федерацией. С того момента выполнено более 550 авиарейсов, а пассажиропоток превысил 120 тысяч человек, тем самым вернув нашу страну на карту пунктов
воздушных маршрутов. Подобная динамика сохраняется и на железнодорожном транспорте. При участии российских коллег на маршрут выпущен современный электропоезд «Диаскуря», соединяющий города Сочи и Сухум. Он обслужил более 150 тысяч пассажиров. В целом, за 11 месяцев текущего года железнодорожный пассажирооборот между Абхазией и крупными городами России составил порядка 500 тысяч человек. Все эти шаги направлены на обеспечение растущего потока туристов в нашу страну. С учетом того, что туриндустрия оказывает на экономику мультипликативный эффект, наша цель через интенсивное развитие транспортной доступности, курортной инфраструктуры, создание широкой отельной сети, отвечающей высоким запросам потребностей турпродукта. Добавится и количество людей, посещающих Абхазию, и самое главное, переход к круглогодичному привлечению гостей. Статистика свидетельствует, что за последние годы количество туристов, посещающих Абхазию, стабильно превышает 1,4 миллиона человек в год, демонстрируя уверенный рост. Формируется новая система управления отраслью, вводится обязательная классификация средств размещения, создается национальная онлайн-платформа бронирования. В 2025 году в Абхазии стартовала программа «Гостеприимная Абхазия», направленная на создание новых возможностей для развития внутреннего туризма и поддержку предпринимателей, представляющих туристические услуги. В рамках этих задач мы расширяем возможности для развития традиционно устоявшихся видов отдыха, поддерживаем частные бизнес-инициативы по организации нового продукта, строительства глэмпингов в горной местности, объектов экотуризма, проводим гастрофестивали с целью усилить привлекательность и посещаемость нашей страны. Коллеги, некрасивые, некомфортные, разрушенные места массового туристического потока не привлекут. Поэтому крайне важно то, что сегодня делается, реализовать до конца. И, конечно же, при значительной поддержке наших российских партнеров осуществляется поддержка и в этом направлении. Благоустройство городской среды, ведется реконструкция столичной набережной Диаскуров, в рамках которой будут восстановлены в том числе парки и скверы. Восстановлена национальная картинная галерея, центральный выставочный зал, благоустраивается зона отдыха на Сухумской горе. Завершилась полная реконструкция бульвара в новом районе столицы, включающая замену всех коммуникаций, установку новых детских площадок и зон отдыха. Эти и многие другие проекты направлены не только на формирование туристической привлекательности абхазских городов. Они делают повседневную жизнь наших горожан комфортнее, современнее и доступнее. Более 1 миллиарда рублей в этом году было направлено на дорожную и дворовую инфраструктуру, благоустройство территорий. Знаю, что подобные расходы иногда подвергаются критике в отдельных интернет-ресурсах, особенно когда речь идет о спортивных и детских площадках. Однако мы принципиально намерены продолжить такие инициативы, так как они меняют качество городской среды. Это реальные вложения в здоровье, досуг и чувство уюта наших горожан. И в этой политике рассчитываю на поддержку жителей и депутатов всех уровней. Уважаемые коллеги, в числе приоритетных направлений развития транспортно-логистической системы важным считаю организацию транзитного коридора для международного товарооборота. Абхазия обладает значительным логистическим потенциалом, который необходимо реализовать. Яркий тому пример – контейнерно-логистический комплекс в городе Очимчира. Его проектная мощность до 40 тысяч крупнотоннажных контейнеров в год. Это позволит существенно снизить логистические издержки бизнеса и усилит международную вовлеченность нашей страны.
Развитие мультимодальных перевозок станет ключевым шагом на пути интеграции Абхазии в региональные и международные торговые отношения. В 2026 году мы ставим задачу увеличить пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте не менее чем на 20%, довести объемы грузооборота в морском порту до новых рекордных показателей. В этой связи предусмотрено дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, закрепление полос отвода под модернизацию железнодорожной и автомобильной сети, развитие портового хозяйства. Уважаемые депутаты, с учетом продолжающейся трансформации международной и региональной военно-политической ситуации в 2025 году были реализованы комплексные меры по укреплению оборонного потенциала Республики Абхазия и развитию вооруженных сил. В рамках стратегического планирования уточнены схемы применения вооруженных сил как в мирное, так и в военное время. Усилена система приведения войск в повышенной степени боевой готовности. Эти мероприятия реализованы в соответствии с утвержденным планом и новым перспективным боевым составом. В 2025 году интенсивность подготовки органов военного управления увеличились в 4 раза. Оперативные и боевые учения проводились в межведомственном формате с участием всех силовых структур, в том числе СГБ, МВД, МЧС, ГТК и других органов государственной власти, а также впервые с участием представителей Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Главная цель – повышение уровня взаимодействия и способности войск выполнять задачи при различных сценариях развития обстановки. В области материально-технического обеспечения основные усилия были сосредоточены на обеспечении войск транспортом высокой проходимости, капитальном и текущем ремонте вооружения и военной техники, обеспечения запасными частями. Значительные средства были направлены на боевую подготовку и обучение специалистов. С 1 мая 2025 года повышены выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу в среднем на 25%. Проведена индексация военных пенсий. В текущем году проводился ремонт и благоустройство воинских частей и подразделений. Основной задачей в 2026 году станет повышение уровня готовности вооруженных сил к отражению потенциальной агрессии, защите суверенитета, целостности и неприкосновенности территории Абхазии. Мы усилим межведомственное взаимодействие, продолжим обеспечивать войска всем необходимым на основе рационального и целевого использования выделенных средств. В этом году начаты работы по капитальному ремонту автодорожного тоннеля в верхней части Кудорского ущелья. Мы долго планировали решить этот вопрос. И сейчас, когда нам удалось начать ремонт этого тоннеля, он одновременно обеспечит бесперебойную транспортную связь жителей высокогорного района с остальной территорией нашей страны и укрепит, самое главное, систему защиты внешних рубежей на этом направлении. Уважаемые коллеги, анализ современной обстановки подтверждает необходимость перехода к более эффективной модели оборонного строительства. Одним из важных шагов считаю формирование вооруженных сил на профессиональной основе. Переход к профессиональной армии откроет возможность пересмотра и подходов к призыву и системы срочной службы. Возможно четко определить справедливые и современные правила комплектования, сроки и условия прохождения службы молодыми гражданами. По этому вопросу я открыт к диалогу и рассчитываю на участие парламента в выработке сбалансированного решения. Дорогие друзья, совсем недавно при президенте Абхазии создан Совет по делам ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Его цель – совершенствование государственной политики в сфере социальной защиты наших ветеранов,
а также членов их семей, семей погибших и пропавших без вести во время боевых действий. Считаю очень важным этот механизм коммуникации с ветеранами. Их мнение для меня очень ценно, и я готов к постоянным консультациям с ними по вопросам, определяющим государственную и социальную политику в отношении защитников Отечества, особенно семей добровольцев. Мы все хорошо помним, когда на защиту нашей Родины пришли на помощь наши братья из Северного Кавказа, Юга России, других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Они подняли боевой дух наших бойцов и, став плечом к плечу, привели нас к победе над врагом. Низкий поклон ветеранам, светлая память погибшим. Уважаемые коллеги, прошу почтить память погибших минутой молчания. Уважаемые депутаты, состояние правопорядка в стране по-прежнему вызывает обоснованную озабоченность как у общества, так и органов власти. Это ясно указывает на необходимость глубоких изменений в работе правоохранительной системы. Речь идет не только о совершенствовании законодательства, но и о модернизации всей структуры, организационных механизмов, технического обеспечения, подготовки кадров. Одной из ключевых задач остается выстраивание слаженного взаимодействия всех служб, отвечающих за общественную безопасность, защиту прав и свобод граждан, соблюдение законности. Это требует четкой координации между силовыми ведомствами, усиления аналитической и оперативной составляющей, внедрения современных подходов к обеспечению правопорядка. На этом фоне особенно актуальна корректировка и актуализация основополагающих кодифицированных актов Уголовного, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, Кодекса административного судопроизводства, а также других законов, регулирующих вопросы борьбы с преступностью и системы наказания. В этой связи обращаюсь к представителям судебной власти. Уважаемые судьи, именно вы носители исключительных полномочий, принимающие решения от имени Республики Абхазия. Это большая честь и одновременно огромная ответственность. Призываю вас активно участвовать в работе над совершенствованием правовой базы. Ваш практический опыт и профессиональные выводы крайне важны в этой работе. Уверен, судебное сообщество способно сыграть ключевую роль в формировании эффективной, справедливой и современной правовой системы. Особое внимание должно быть уделено профилактике серьезных и резонансных преступлений, повышению оперативности правоохранительных служб, а также усилению взаимодействия между органами МВД, прокуратурой, СКБ и другими профильными структурами, особенно в борьбе с экономическими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков и угрозами общественной безопасности. Особую тревогу вызывает ситуация на дорогах. Наибольшую опасность по-прежнему предоставляет вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Установка системы автоматической фиксации нарушений – важная мера, но только ею решить проблемы невозможно. Необходима политика неотвратимости наказания за каждое серьезное нарушение, персональная ответственность руководителей и сотрудников подразделений МВД за результат и контроль за закрепленной им территорией. Значимую роль в обеспечении законности играет Государственная миграционная служба. Она должна не только контролировать миграционные потоки и вносить вклад в доходную часть бюджета через системный учет иностранных граждан. В этом направлении первостепенное значение имеет внедрение автоматизированной системы миграционного учета и формирование единой базы данных с возможностью
оперативного межведомственного обмена информацией. Это позволит обеспечить контроль за уплатой налогов и других обязательных сборов со стороны трудовых мигрантов. Важно подчеркнуть, мы приветствуем трудовую миграцию, но она должна соответствовать национальным интересам. Речь идет о восполнении дефицитов в отдельных отраслях, а не о создании конкурентной среды на рынке труда и социальной инфраструктуре. Поэтому подходы к миграционной политике должны быть грамотными и сбалансированными. Парламент уже принял ряд значимых решений, направленных на повышение эффективности миграционного регулирования. Однако остаются вопросы, требующие дополнительного структурного решения, в том числе и порядок получения разрешения на работу. Прошу депутатов поддержать инициативы, поступающие в этой сфере. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, перед государственной властью стоят ключевые задачи защиты семьи, укрепления социальных гарантий, развития экономики, образования, культуры, науки. Особое значение в этом контексте приобретают меры по сохранению и развитию государственного языка. Эти меры должны быть комплексными, создающими благоприятные условия и стимулирующие изучение родного языка. На мой взгляд, в числе первоочередных шагов стоят разработка и издание учебников нового поколения, основанных на современном и коммуникативном методе передовых технологиях, адаптация учебного материала к уровню знаний языка учащегося, определение единых образовательных стандартов, продумать адаптированную, не излишне сложную программу преподавания абхазского языка вне абхазских школах. Важно не допустить ситуацию, когда государственным языком по понятным причинам языкового барьера будет сложно владеть не только нашим соотечественникам других национальностей, но и носителям, урожденным абхазам. Как человек, выросший в семье педагога, могу сказать изнутри, знаю о проблемах школьного образования, поэтому обращаю на это особое внимание. В настоящее время при Министерстве просвещения разрабатываются новые образовательные стандарты и меры образовательных программ в сфере общего образования. Продолжается программа цифровизации абхазского языка как в текстовом, так и в голосовых форматах. Параллельно совершенствуется программа для школьных образовательных воспитательных учреждений с помощью технического оснащения и обеспечения наглядными пособиями. В целях повышения эффективности изучения языка в раннем возрасте планируется использовать в детских садах методику аудиосуфлирования, коротких рассказов, текстов, стихов, диалогов, адаптированных в возрастные особенности. По нашему поручению разработана концепция новой воспитательной программы для школ. В ее основе культурно-исторические ценности, традиции абхазского общества, гражданская ответственность, патриотическое воспитание, формирование личности, способной к самореализации. Считаю необходимым возобновить целевую программу «Сельский учитель». Наряду с новой учебной литературой требуется разработка современного учебника по истории Абхазии с возможностью отдельного преподавания этого курса уже начиная с 5 класса. В настоящее время уже внедрены постоянно действующие курсы ускоренного обучения абхазскому языку в городах. Завершена подготовка учебных материалов для онлайн-обучения на цифровых платформах. Разработано учебное пособие «Разговорный абхазский в диалогах». Ведется работа над программами по уровням владения: элементарный, базовый, продвинутый. Подготовлен к изданию набор учебных материалов и литературы для дошкольного и младшешкольного возраста. Развиваются детские медиапроекты. Меры, которые мы намерены предпринять для переформатирования образовательного процесса и совершенствования всей системы, требуют соответствующей правовой и нормативной базы. В наступающем году, уважаемые депутаты,
будет направлен законопроект об образовании. Прошу вашей детальной, скрупулезной проработки данного очень важного закона. Уважаемые коллеги, информирую вас, что в рамках материального поощрения педагогов с этого года введена надбавка к заработной плате преподавателям абхазского и русского языков и других категорий учителей. Существенное внимание уделяется и материально-техническому укреплению образовательных учреждений. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы, решаются вопросы транспортного обеспечения школьников, прежде всего в сельской местности. В текущем году при содействии наших российских коллег школы получили 44 детских автобуса. Мы в этом году продолжили проведение ремонта в 13 общеобразовательных учреждениях. Дано поручение правительству установить для сельских учителей льготу 50% на оплату за электроэнергию. Обращаю ваше внимание на это потому, что поддержка сельских школ является одной из существенных мер сохранения села как основы нашего государства. Хочу особо отметить, как пример подлинного гражданского участия и ответственности представителей нашего бизнес-сообщества, которые без поддержки государства создали на собственных цифровых платформах несколько детских и музыкальных телеканалов на абхазском языке. Они уже транслируются и стали очень популярными. Это пример подражания и заслуживает самой высокой оценки. Особую роль в развитии образования принадлежит Абхазскому государственному университету, национальной кузнице специалистов. Выпускники АГУ трудятся практически во всех сферах и составляют основу государственного и управленческого потенциала нашей страны. Убежден, что большинство присутствующих в этом зале и работающих в органах государственного управления получили образование в Абхазском государственном университете. Мы будем делать все возможное для укрепления материально-технической базы вуза, создания достойных условий для обучающихся и преподавателей. Хочу подчеркнуть, ни одна сфера современной жизни невозможна без науки. Поэтому всеобъемлющее содействие национальным научным учреждениям, поддержка исследовательских инициатив и внедрение разработок наших ученых – одна из стратегических задач, которую я ставлю перед собой. Уважаемые депутаты, реализация системной молодежной политики является одним из главных приоритетов государства. В течение предвыборной кампании и первых месяцев моей работы я провел множество встреч с представителями молодого поколения, студентами, спортсменами, предпринимателями, авторами проектов, в том числе и культурной и социальной сфере. Эти живые, откровенные диалоги стали важным ориентиром. Они показали, что волнует нашу молодежь и в чем она нуждается. Именно на их идеях и запросах была выстроена работа в текущем году. Общий объем средств, направленных на поддержку молодежной политики и спорта, составил 108 миллионов рублей. Помимо бюджетного финансирования активно использовались ресурсы Резервного фонда президента и правительства. Впервые было принято решение о материальном поощрении спортсменов Республики Абхазия. И с июля 2025 года для лиц, добившихся высоких спортивных результатов на республиканских и международных соревнованиях, были введены ежемесячные денежные выплаты. За год проведены 242 спортивных мероприятия, из которых 144 за пределами нашей страны. Наши спортсмены достойно представили страну на турнирах в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Греции, Египте, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Румынии, США, Китае, Мексике, Таиланде, Южной Осетии. Заключенные соглашения между спортивными федерациями Абхазии и России позволили нашим сборным получить право участвовать в российских чемпионатах по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и другим видам спорта.
Считаю важным международное сотрудничество в молодежных проектах. Это значительно расширяет географию вовлеченности, полезные контакты, открывает молодым людям новые возможности и новые перспективы. Как известно, по моей инициативе при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина нам удалось реализовать конкурс управленцев команды Абхазии, в котором приняло участие более 3000 человек, жителей нашей страны. Основной целью было выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем компетенции, управленческих качеств и создания в стране кадрового резерва. Конкурс стартовал 12 февраля 2025 года при непосредственной поддержке мастерской управления «Сенеж» и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалистами конкурса стали 85 человек. Некоторые из финалистов были приглашены на государственную службу, заняв высокие государственные должности в системе госуправления. Помимо этого, в настоящее время участниками данного конкурса разрабатывается и реализуется ряд проектов социальной значимости, многие с высокой степенью готовности, например, такие как социальное такси, Абхазский рубеж, уже полноценно реализованы и работают на благо нашей страны. При этом все проекты направлены на повышение жизни наших граждан. В 2025 году при содействии, в том числе и российских структур, более 1200 молодых людей из Абхазии приняли участие в крупных престижных форумах, в том числе научно-образовательных, медийных, творческих, экологических и ряда других очень важных направлений. Уважаемые коллеги, особо хочу отметить проведение первой стратегической сессии молодежи Абхазии «Возможности, идентичность и развитие». Она стала важной платформой для выработки единой идеологической и ценностной модели, которую молодежь разделяет и готова реализовывать. В настоящее время в стадии активной разработки находится программа развития спорта и молодежной политики на долгосрочную перспективу. Основными целями программы являются создание комплексных условий для развития физической культуры и спорта, модернизации спортивной инфраструктуры, популяризации здорового образа жизни и занятия спортом. Все предпринимаемые шаги – это не набор формальных мероприятий. Мы делаем все для того, чтобы каждый молодой человек в Абхазии чувствовал поддержку, мог реализовать свой потенциал, верил в свою страну и видел в ней свое будущее. Мы поддержим всех молодых, активных и талантливых, и не на словах, а конкретными делами и возможностями. Дорогие друзья, информирую вас об основных направлениях внешнеполитической деятельности. Саму возможность реализовать внешнюю политику современного абхазского государства дал основатель нашего современного Отечества Владислав Григорьевич Ардзинба и последователь и соратник второй президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Завоеванная под их руководством независимость и международное признание стали фундаментом для формирования внешней политики государства. Заложенные ими основы остаются для нас ключевыми приоритетами. Уважаемые депутаты, члены правительства, приглашенные, Российская Федерация является стратегическим союзником Республики Абхазия, гарантом нашей безопасности и ключевым партнером в социально-экономическом развитии. Как президент Республики Абхазия я рассматриваю абхазо-российское сотрудничество как безальтернативную основу внешнеполитического курса нашего государства. Позиция нашего народа неизменна. Укрепление и развитие всестороннего стратегического партнерства с Российской Федерацией отвечает коренным национальным интересам Абхазии. При моей личной координации будет обеспечено выполнение всех двухсторонних договоренностей с Россией
а также выработка новых форм сотрудничества, направленных на устойчивое развитие нашей страны и дальнейшее международное признание нашей независимости. Финансовая, инвестиционная и экспертная поддержка наших коллег остается для нас важнейшим фактором модернизации инфраструктуры, социальной сферы и экономики страны в целом. Я рассматриваю свою президентскую миссию в том числе как обеспечение максимальной эффективности использования этой поддержки в интересах граждан нашего государства. Неоднократные встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным способствовали ускоренному решению целого ряда ключевых для наших граждан вопросов, в том числе и вступлению в силу соглашения об урегулировании двойного гражданства, решению проблемы с получением российских пенсий через банковские карты, реализации крупных проектов в области здравоохранения, развитию других направлений в двухсторонних взаимоотношениях. В этом году география российских регионов, с которыми были заключены соглашения о сотрудничестве, расширилась. Наши друзья и партнеры в России – это, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, республики Северного Кавказа, где проживают братские народы. Это Татарстан, Башкирия, Ханты-Мансийск и ряд других регионов, которые сегодня активно поддерживают, в том числе связи и с районами нашей страны. Мы продолжаем выстраивать эти отношения, направленные на укрепление нашей государственности. Мы продолжаем прилагать усилия по развитию связи с Республикой Южная Осетия, Приднестровско-Молдавской Республикой, с государствами Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и с Боливарианской Республикой Венесуэла и Никарагуа. Наша деятельность в регионе была направлена на формирование устойчивых политических и экономических, и культурных, и социальных контактов. Активно изучаем возможности расширения контактов с другими странами Ближнего Востока и Африки. Были проведены предварительные консультации и представителями ряда государств для обсуждения перспектив экономического сотрудничества и признания суверенитета Республики Абхазия. Важным направлением деятельности остается укрепление двусторонних отношений с Сирийской Арабской Республикой. В текущем году продолжилось активное взаимодействие с Сирией. Оно получило многопрофильное развитие после перерыва, вызванного сменой власти в Сирийской Арабской Республике в конце 2024 года. В рамках визита официальной делегации Абхазии в Дамаск были определены дальнейшие направления развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере культуры и образования. Одно из важнейших направлений для выстраивания взаимодействия с абхазскими культурными центрами остается турецкое направление. Постоянное взаимодействие Комитета по репатриации с абхазскими культурными центрами за рубежом позволяют ежегодно реализовать совместные идеологические проекты. Один из таких проектов – летний молодежный лагерь на исторической родине для детей соотечественников из Турции и других стран. В этом году впервые количество участников лагеря возросло до более чем 220 человек. Ранее эти цифры достигали от 60 до 90 человек. Участниками лагеря в этом году были соотечественники из Турции и из братских республик Северного Кавказа. Цель лагеря – знакомство с исторической родиной, ее достопримечательности, установление контактов с своими соотечественниками, ознакомление с программой репатриации, обучение соотечественников на исторической родине и ряд других очень важных направлений. В 2026 году планируется провести лагерь соотечественников из разных стран, в том числе Турции, Иордании, Ливана, ряда европейских стран, Северного Кавказа, с учетом привлечения наших детей, чтобы они имели возможность вместе проводить время и создавать свое будущее. Работа в данном формате продолжается. В
текущем году Республика Абхазия продолжила участие в международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Работа в этом формате остается важным инструментом для продвижения внешнеполитических интересов и единственным международным форматом, в рамках которого Республика Абхазия имеет возможность напрямую представлять и отстаивать свою позицию перед ведущими международными организациями. В ходе переговоров важнейшими для нас оставались вопросы обеспечения безопасности, защиты суверенитета и права граждан Республики Абхазия. Абхазская сторона последовательно выступает за заключение с Грузией юридически обязывающего соглашения о невозобновлении военных действий, рассматривая это как основной гарант долгосрочной стабильности в целом на Кавказе. В фокусе внимания на переговорах вновь оказался вопрос о возобновлении работы в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Галском районе. Обсуждение этого вопроса продолжается, стороны согласовывают взаимоприемлемые решения. В ходе 64-го раунда дискуссии состоялась информационная сессия, посвященная теме свободы передвижения граждан Абхазии. Она была инициирована с целью привлечения международных экспертов и выработки практических рекомендаций по решению гуманитарных вопросов. Особое внимание было уделено вопросам свободы передвижения граждан по национальным паспортам. Эта работа будет продолжена нами. Уважаемые коллеги, хочу отдельно остановиться на реализации моих поручений, данных правительству и органам государственной власти в августе текущего года. Всего было сформулировано 50 поручений. Широкий общественный отклик на эту инициативу подтверждает: поручения актуальны, а главное, поставленные задачи отвечают интересам государства. На сегодняшний день полностью исполнено 17 поручений. По 11 поручениям достигнуто межведомственное согласование, и соответствующие проекты решения внесены в администрацию президента и правительства. Оставшаяся часть по поручению являются документы стратегического характера, находящихся на разных стадиях проработки. Все поручения будут реализованы в полном объеме и в установленный срок. Исполнение каждого из них находится под моим личным контролем. Это вопрос системы, результативности управленческих решений и нашей общей ответственности перед гражданами нашей страны. Уважаемые депутаты, уважаемые соотечественники, в рамках объявленного мною 2025 года, годом Владислава Григорьевича Ардзенба, состоялись многочисленные, в том числе массовые мероприятия, важные с точки зрения сохранения о его выдающейся роли в формировании основ государства и определении векторов развития нашего государства. В настоящее время разрабатывается проект будущего музея у мемориального комплекса первого президента Республики Абхазия в селе Нижняя Шера. Он будет включать в себя интерактивную экспозицию, конференц-зал и выставочные пространства. Важно, чтобы мемориальный комплекс основателя современного абхазского государства стал в том числе и важным центром притяжения для многочисленных гостей нашей страны. В городе Герое Гудаутте есть дом, который в течение всей Отечественной войны народа Абхазии был центром принятия судьбоносных решений. В нем находилась рабочая резиденция председателя Верховного Совета Абхазии, главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзенба. Вопрос, быть или не быть абхазскому народу и абхазскому государству, решался именно в этом доме. Именно там наш лидер вместе с соратниками вел важнейшие переговоры, определял стратегию военного времени, разрабатывал документы, определявшие развитие Абхазии, в том числе и послевоенное время. В Абхазии много памятных мест и музеев, но в моем представлении резиденция Владислава Ардзенба военного периода в городе Герое Гудаутте
обладает особым историческим смыслом с точки зрения мемориального значения в судьбе абхазского народа. Исходя из такого понимания, мною было принято решение о выкупе здания и создании в нем музея, который станет неотъемлемой частью великого наследия. В комплекс мероприятий, связанных с именем Владислава Ардзинба, входит и капитальный ремонт здания Абхазского университета гуманитарных исследований, которое он возглавлял. Основатель современного абхазского государства и лидер освободительного движения Владислав Ардзинба за исторически короткий срок воплотил национальную идею абхазов в реальность. Она существенна для всех поколений, и ныне живущих, и грядущих. Из этого мы обязаны исходить при решении вопросов, связанных с укреплением абхазской государственности и перспектив развития нашего государства. Год завершается, но мы продолжаем делать все для сохранения его великого наследия. Уважаемые друзья, мною принято решение объявить 2026 год в Абхазии годом села. Я уверен, сельский труженик, носитель языка, традиции и древней культуры – опора нашей идентичности. А само село, сельский двор и дом – это точка возрождения. Мы часто и справедливо отмечаем, что село – это основа основ нашего народа. В современный век стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село – это то, что позволит нам сохраниться как народу, а значит, сохранить нашу идентичность. Дорогие друзья, перед нами стоят серьезные задачи, поставлены приоритетные цели. Их реализация требует устойчивого экономического развития, слаженной работы исполнительной власти в тесном взаимодействии с законодательной и судебной властью и высокой ответственности перед всем обществом. Нестабильность последних лет вызвала в обществе усталость и апатию, а в некоторых кругах соблазн решать личные вопросы деструктивным путем. А это путь к саморазрушению. Мы не должны подвергать себя подобным рискам. Только конструктивный диалог и сотрудничество, взаимодействие между властью и общественными организациями, объединяющими граждан нашей страны, совместный поиск решений, отвечающих национальным интересам и наболевших проблем, способны обеспечить поступательное развитие государства. Безусловно, существует политическая конкуренция, борьба за власть. Но мы обязаны выходить из сложных ситуаций достойно, объединяя все силы для решения общих задач во имя будущих поколений. И представитель власти, и рядовой гражданин несут свою долю ответственности, но все мы вместе ответственны за свою страну. Другой страны у нас с вами нет. Еще раз хочу подтвердить свою открытость к диалогу со всеми общественно-политическими силами страны. Более того, такого рода диалог уже идет. Я очень надеюсь, что мы продолжим этот диалог в конструктивном формате. Я общаюсь, и мы обязаны общаться со всеми теми, кто настроен работать на благо нашего государства, будь то он представитель власти, сторонник власти, оппонент власти, здесь не может быть иных подходов. Процитирую великого сына абхазского народа, второго президента Сергея Васильевича Багапши. «Для меня не существует оппозиции. Есть граждане Абхазии, и хорошо, что они все не думают одинаково. Не дай Господь, если все в Абхазии, сказал президент, и все побежали в одну сторону». Это именно та идеология, которой я придерживаюсь. Нам всем, власти, оппозиции, молодым, зрелым, мужчинам, женщинам, бизнесменам, пенсионерам, ветеранам, школьникам нужно понимание будущей нашей страны.
Нам нужны понятные формы взаимодействия, общения, но прежде всего, конечно же, уважения друг к другу. Свою страну необходимо уважать и соблюдать законы своей страны. Естественным для себя и отвечающим целям укрепления абхазской государственности считаю прямую коммуникацию со всеми общественными, политическими силами. Намерен в постоянном диалоге обсуждать ключевые вопросы внутренней и внешней политики нашего Отечества во имя стабильности и уверенного развития. Мы должны сделать все возможное, чтобы каждому гражданину было комфортно жить и работать, раскрывать свои возможности и реализовывать их в родной стране, в Республике Абхазия. Рассчитываю на поддержку предлагаемых исполнительной властью инициатив и на совместную плодотворную работу. Завершаю свое послание словами народного писателя Республики Абхазия, кавалера ордена Ахтябша первой степени Алексея Гогуа. Сегодняшнее общество в чем-то согласно, в чем-то нет, в чем-то спорит, в чем-то находит компромиссы, в чем-то разделено, а в чем-то едино. Но все разногласия нивелируются внутренней силой нашего самосознания, как народа. Прочная связь поколений еще указывает нам правильный путь. Он трудный, но этот путь к вершине. Зыжлар рқасшабзины издыруаз хакласигду ихна хашамам. Уяжука хадырхуцует хазыги. Сыггулара хоркшамтыз иначны изгвасцарстаху. Апсуа дахыказалаги ипсадгел абрау. Абряхшуйцык хара хайднакылару. Харамчыс яхаму хажлару. Хажлар руграгара и хау насыпыqaӡам. Зыжлар рымыц гукала изуа, ижлар зыгьы дырҭынхоуп. Акыр иԥсо аҩызцәа, абар ихаркшот иуадаҩыз ашықәс, ҳҭалоит ашықәс ҿыц. Схы иархәаны ишәыдысныҳәалар сҭахуп. Ҳажәлар аԥеиԥш бзиа анцәа ириҭааит, еибашьра ҟоумҵан. Ҳара иҳалшо зегь ҟаҳҵоит, ҳҳәынҭқарра ҳажәлари амаҵура. Ҽаан бзиала шәнеиаат. Итабуп Хатырыску Бадра Зурабипа. Благодарим вас, уважаемый Бадра Зурабович, от имени парламента, от имени депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия за столь полное и всеобъемлющее выступление и послание парламенту Республики Абхазия. На мой взгляд, все основные направления в послании были отражены. Конечно же, мы возьмем эти направления в работу, в рамках работы наших профильных комитетов и рассчитываем на то, что те приоритетные направления, которые были обозначены вами, будут реализовываться нами совместно с исполнительной ветвью власти и совместно с судебной. Спасибо вам, спасибо, уважаемые гости. На этом закрывается собрание.